Телеканал БСТ продолжает свое вещание. Вы смотрите программу «Салям». Меня зовут Юлия Санбердина. Всем здравствуйте. 26 апреля в России отмечался День нотариата. А сегодня у нас в гостях Ирина Ринатовна Сухова, президент Нотариальной палаты Республики Башкортостан. Здравствуйте, Ирина Ринатовна, и с прошедшим праздником вас! Здравствуйте, Юля. Спасибо большое. Да, действительно, 26 апреля является профессиональным праздником для нотариусов Российской Федерации. Но, кроме этого, хочу отметить, что 2024 год является юбилейным для нотариата Республики Башкортостан. Ровно 30 лет назад, в 1994 году, была создана Нотариальная палата Республики Башкортостан, что послужило началом развития внебюджетного нотариата в нашем регионе. Вот оно как. Еще и двойной праздник у вас получается. Слушайте, ну, мне кажется, что каждый наш зритель как-то хотя бы раз обращался за услугами к нотариусу, но мало кто знает, а может быть, этих людей чуть больше, что существует еще и Нотариальная палата Республики Башкортостан. Для каких целей она организована и кто является ее членами? Согласно действующему законодательству, частно практикующий нотариус не может работать сам по себе. Он обязан быть членом нотариальной палаты. Нотариальная палата – это профессиональное объединение нотариусов. Кроме того, кроме обязательного членства нотариусов, членами нотариальной палаты могут являться добровольные члены. Это лица, сдавшие квалификационный экзамен на право нотариальной деятельности, но не являющиеся нотариусами. Это наши помощники, лица временно исполняющие обязанности. Нотариальная палата не совершает нотариальных действий. У нее немножко другие функции. Нотариальная палата представляет и защищает интересы нотариусов, осуществляет контроль за их профессиональной деятельностью, оказывает содействие, методическую помощь в их работе, организовывает страхование деятельности, устанавливает размеры региональных тарифов. Полномочия Нотариальной палаты закреплены в действующем законодательстве и ее уставом. Кроме этого, Нотариальная палата представляет нотариусов и нотариат республики в официальных органах, в средствах массовой информации и осуществляет от имени нотариусов большую благотворительную и социальную работу. Интересно. Слушайте, вы говорите про внебюджетный нотариат, да, частную практику. А какие преимущества у внебюджетного нотариата перед государственным? В 1993 году в молодом государстве Российской Федерации был внедрен институт частно практикующего внебюджетного нотариата. Переход от государственного нотариата к внебюджетному проходил постепенно. Сначала появились единицы частно практикующих нотариусов, затем все больше и больше. В нашей республике постепенно был переход с государственного нотариата на частную практику. Государственный нотариат в нашей республике существовал до 2009 года. В настоящее время на территории нашей республики 193 нотариуса, все они занимаются частной практикой. Государственных нотариусов нет как на территории республики, так и в целом по Российской Федерации. Нотариат, частно практикующий нотариат – это не бизнес. Нотариат Российской Федерации призван защищать интересы и права юридических лиц и граждан путем совершения нотариальных действий от имени Российской Федерации, при этом не получая финансирования никакого из бюджетных средств. Деятельность нотариусов застрахована, это требование законодательства. За результат своей работы нотариус отвечает своим имуществом, и в случае возникновения каких-то негативных обстоятельств, когда причинен ущерб, этот ущерб компенсируется за счет страховой компенсации. В случае недостаточности страховки нотариуса подключается коллективное страхование, которое организовывает Нотариальная палата Республики Башкортостан и компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты. Ух ты, какая сложная система. Никогда бы не подумала, что есть еще такие гарантии. Но вообще, мне кажется, среди наших телезрителей в целом в обществе бытует мнение, что нотариальные услуги – это дорого. А вот каким образом вообще складывается стоимость этих услуг? С 1 октября 2023 года вступил в силу федеральный закон, устанавливающий новые принципы расчета нотариального тарифа. За каждое нотариальное действие взыскивается единый нотариальный тариф, который состоит из федеральной части и региональной.
Федеральная часть предусмотрена Налоговым кодексом Российской Федерации, основами законодательства о нотариате, а региональная часть устанавливается Нотариальной палатой субъекта Российской Федерации на основе экономически обоснованной формулы, разработанной ведущим университетом, экономическим университетом нашей страны, финансовым университетом при правительстве Российской Федерации. Также эта формула утверждена приказом Министерства юстиции Российской Федерации. Учитывается, при утверждении регионального тарифа учитывается прожиточный минимум на душу населения в том или ином регионе, иные какие-то значимые показатели, которые показывают объективную экономическую ситуацию в регионе. И нотариальный тариф, он призван обеспечить, с одной стороны, доступность обращения к нотариусу и получения нотариальных услуг. С другой стороны, обеспечить нотариату России возможность функционирования на началах самофинансирования. То есть не просто так нотариус выбирает, сколько будет стоить та или иная услуга. Нет. Что ж, спасибо, что разъяснили этот момент. А вот я всегда думала, что деятельность нотариуса – это очень такая статичная величина. А оказывается, и там происходят изменения. Можете рассказать про новшества в деятельности нотариуса? Да, действительно, нотариат очень динамично развивается, в том числе путем использования информационных технологий, внедрения цифровизации в свою деятельность. На сегодняшний день очень популярны электронные нотариальные действия, удаленные нотариальные действия, когда нет необходимости обращаться к нотариусу. На сегодняшний день, вот по 2023 году, более 22 тысяч было совершено нотариусами республики удаленных исполнительных надписей, что в 11 раз больше, чем в предыдущем 2022 году. Кроме этого, можно совершить такие удаленные нотариальные действия, как какие-то сделки между разными регионами? Что это такое? Сделки, да, про сделки чуть позже расскажу. Регистрация залогов движимого имущества, внесение записи о залоге движимого имущества, получение выписок о залоге движимого имущества, перевод документа бумажного в электронную форму и передача этого документа в любой регион Российской Федерации, так называемая телепортация. Очень распространены среди жителей Республики Башкортостан удаленные нотариальные сделки, дистанционные нотариальные сделки, которые предполагают нахождение участников сделки в разных регионах, в разных городах, когда путем обращения к нотариусу по месту своего нахождения совершается нотариальная сделка через электронные сервисы, защищенные сервисы, которые обеспечивает Федеральная нотариальная палата. Это очень удобно, нет необходимости тратить время на переезды, расходы на дорогу и проживание и все прочее. Кроме этого, на сегодняшний день появилась возможность электронно удостоверить машиночитаемые доверенности, за которыми будущее, да, там в 2024 году это будет обязательное применение машиночитаемых доверенностей. На портале государственных услуг появилась возможность записи на прием к нотариусу, то есть не надо стоять в очередях, можно записаться к нотариусу через госуслуги. И буквально на днях Федеральная нотариальная палата запустила в эксплуатацию мобильное приложение notariat.rf, где в одном месте собраны и поиск нотариуса, и запись на прием к нотариусу, и какие-то важные юридические советы, консультации, проверка документов по QR-коду, которая практически лишает возможность подделки таких документов, и получить всю необходимую информацию. Я думаю, это приложение очень полезно нашим гражданам. Во-первых, его можно установить на смартфоне, будет всегда под рукой, и можно таким образом решить вопросы, возникающие с необходимостью обращения к нотариусу. Так, ну, наверное, нужно скачать эти приложения. Как называется оно еще раз? Notariat.rf. Notariat.rf. Ух ты. Но вы еще, отвечая на предыдущий вопрос, упомянули благотворительную деятельность Нотариальной палаты Республики Башкортостан. В чем она заключается?
Да, нотариат – это не закрытая система. Мы функционируем в обществе и принимаем участие во всех значимых мероприятиях, событиях общества. В том числе не остаемся на стороне, когда нужна какая-то помощь, поддержка. За счет личных пожертвований нотариусов создается такой фонд, из которого Нотариальная палата финансирует какие-либо благотворительные акции. Мы оказываем спонсорскую помощь домам инвалидов, приютам, где содержатся дети, подростки, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Нотариусы и Нотариальная палата ежегодно принимают участие в таких значимых республиканских, городских акциях, как «Собери ребенка в школу», «Выпускник», «Елка желаний». Кроме этого, нотариусы организовывают сами различные акции, начиная с каких-то экологических акций, посадка деревьев и донорство. У нас очень хорошее молодежное движение, есть целая комиссия, которая занимается благотворительной деятельностью. По итогам 2023 года на благотворительные цели Нотариальная палата затратила более 8 миллионов. Основная часть цифра внушительная, да, основная конечно. часть из которых пошла на помощь нашим военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. За счет этих средств приобреталось обмундирование, средства питания, другие необходимые потребности. В общем, Нотариальная палата Республики Башкортостан участвует в гражданской социальной жизни республики и, как вы знаете, определенные услуги, так скажем, предоставляет. И здорово, что мы сейчас о них узнали больше. Благодарим за это наши гости. Ирина Ринатовна Сухова, нотариус, президент Нотариальной палаты Республики Башкортостан, была сегодня в студии. Хорошей вам деятельности. Пусть новшества появляются в достаточном количестве, и всегда можно будет их успеть принять и таким образом внедрить в свою систему. Спасибо. Благодарю вас, Юля. Телеканал БСТ продолжает свои обещания. Оставайтесь с нами.